Разноцветные шары у входа в новое дошкольное учреждение и цитата президента о том, что настоящее богатство – это дети. Яркая иллюстрация того, что происходит внутри. В актовом зале сами виновники торжества показывают танцевальные номера и веселятся с присущим им детским задором. Делятся эмоциями и с руководителем субъекта. Махмуд Али Калиматов, в свою очередь, приветствуя совсем еще юных, но талантливых и смышленых, отметил: детский сад – первая социальная школа для малышей, где проходят самые важные дни их взросления. Как вам? Ну, как вам детский сад? Хороший? А в старом детском саду были вы? Он поменьше был? А сейчас лучше. Так вот, я рад сегодня присутствовать на вашем празднике. Это ваш праздник. И сегодня, в этот год семьи, когда у нас значимость семьи, потому что семья – это основа любого государства. И сегодня то, что вы собираетесь здесь, приходите сюда, вы будете учиться общению с друг другом, наладите дружбу, отношения. Вас воспитатели ваши на время, как мамы, будут стараться помогать вам познавать мир, знания получать. Вы будете старые фотографии, по вашим понятиям, через лет 20-25 рассматривать и говорить: а это вот со мной в детском саду было, а это тоже, и мы росли так. У каждого приходит такой возраст. Детский сад номер 10 на 80 мест. Преобразилось Яндрей. Яндрей – это огромное, красивое, доброе село. Оно преобразилось. Напротив, он Дом культуры. Сейчас я по дороге вот старшим поговорил. Дорога великолепная, понимаете? И все это улучшается. И сегодня я могу вам сказать, что это очень важно было, что мы провели выборы, как и по всей стране, и избрали нашего президента Владимира Владимировича Путина. Знаете, это очень важно было, потому что мы сегодня находимся в такой ситуации, которая для вашего возраста познавательно пока рано. Ваши родные, близкие знают, что нелегкое время мы живем, но в то же время строятся школы, детские сады. Самое главное, чтобы вы слушались воспитателей, впитывали все знания, то, что они вам дают. Вот. Ну и, наверное, мамам и бабушкам там поспокойнее дома будет сейчас. Они посвободнее будут, понимаете? Но в любом случае, очень красивый детский сад, очень по-доброму сделан. И в Яндре построены и школы, и построены другие объекты, и будут еще строиться. Поэтому огромное село, огромные добрые дела делаются ради вас, ради вашего будущего. В новом детском саду будут расти и развиваться 4 группы дошколят. Из условий спальные и игровые комнаты, пищеблок, актовые и музыкальные залы, кабинеты медработника, логопеда и психолога, прачечная, детские площадки, где малышам можно проводить время в ожидании тихого часа, катаясь на каруселях или отдыхая под теневыми навесами. Учреждение имеет свою автономную котельную, трансформаторную подстанцию и, конечно, очистные сооружения. Детский сад возведен на месте старого аварийного здания, построенного еще в 1987 году, которое было рассчитано всего на 50 посадочных мест. Рыхлые инженерные сети, отсутствие современных детских площадок, вялый фасад здания и отсутствие кадров. Это при том, что Яндере славится хорошими педагогами. С открытием нового детского сада все станет на свои места. В новом садике созданы все условия для развития детей. Здесь у нас кабинеты, все оборудованы по последнему слову
технологий, группы большие, просторные. Для нас и для всего нашего села, для наших родителей, для наших детей это большое событие. Мы очень рады этому событию. Детки наши рады, родители рады. Все наши надежды оправдались. Все, что было задумано подрядчиком, все задуманное свершилось. Детский сад располагается на одной из центральных улиц Яндыре с плотной застройкой, и нехватка мест ощущалась остро, и родители испытывали неудобства. Хочу от всей души поблагодарить нашего главу республики, правительства, Министерства образования за то, что они нам создали такой садик. Больше всего новым условиям рады сами дети. Умеешь читать, писать? Писать умею. А где ты этому научилась? Сама. В садике, да? Строительство детского сада началось в конце 2022 года. Подрядной организации «Интека» предстоял огромный фронт работ еще перед самой застройкой из-за ландшафтных особенностей яндырских красот. Самой большой проблемой была именно сама местность. Скалистая местность под большим углом находилась. Сюда было завезено 1500 КАМАЗа земли, 16 слоев. Каждый слой выравнивался, трамбовывался и подготавливался к следующему слою. В основном это была единственная проблема. Все остальное было проделано без проблем, все коммуникации были проложены. В принципе, сложностей больше никаких не было. Детский сад огражден по периметру, хорошо продумано освещение, прилегающая территория озеленена. Вдоль всего здания организованы парковочные места. На возведение нового дошкольного учреждения было выделено более 90 миллионов рублей. Открытие общеобразовательных и дошкольных учреждений всегда праздник для республики и страны в целом. Это улыбки детей, радость для родителей и тысячи трудоустроенных граждан. За 5 лет в республике открыто уже 39 детских садов. Заметно преображается Яндыре, Сурхахи, Сунжа и другие города и населенные пункты республики. И, как отметил глава республики Махмуд Али Калиматов, создаваемые условия для детей сегодня – это вклад в их светлое будущее завтра. Адам Мережков, Али Зязиков, Магаз 24.